Государственной Думе открылась выставка «Отец героя». Ее участником из Ингушетии стал Курейш Боков. Отец героя России, участника СВО, подполковника Мустафы Бокова. На выставке представлены портреты отцов участников специальной военной операции из 38 регионов страны. Они держат фото погибших сыновей. В руках у отцов то дорогое, что связывает их с сыновьями-героями. Награды, дипломы, личные вещи. Многие из сыновей последователей своих отцов, работая подготовлены в филиалах Фонда «Защитники Отечества» в рамках проекта «Наша семья. Наша победа». Выставку планируют позже провести в других регионах страны, чтобы как можно больше людей могли узнать о таких семьях. В 6-й школе Карабулака открыли технопарк «Кванториум». Он стал 3-м по счету в регионе. Главная цель – развивать критическое мышление, креативность и осваивать навыки, которые необходимы в современном мире. Дети учатся реализовывать свои идеи и работать в команде. К увлекательным занятиям учащиеся приступили в первый же день. Преподаватели стараются сделать обучение максимально интересным для детей, используют современные методики. Открытие «Кванториума» состоялось благодаря реализации национального проекта образования. Было выделено более 21 миллиона рублей. Еще один технопарк откроется в Назране. В Магасе со 2 по 4 ноября пройдет масштабная выставка трофейной боевой техники и вооружения стран НАТО, захваченных российскими военнослужащими в ходе СВО. Мероприятие приурочат ко Дню народного единства. Работать выставка будет сразу на 6 площадках. Посетителям представят более 18 единиц различной техники, включая боевые машины пехоты Брэдли, Мардер, CV-90, бронетранспортеры и бронеавтомобили. Кроме того, гости смогут лично пообщаться с участниками спецоперации и задать им любые волнующие вопросы. Также будут организованы полевая кухня, мобильный пункт отбора на военную службу по контракту и площадка для выступления творческих коллективов. Торжественное открытие мероприятия пройдет при участии главы Ингушетии. К сведению автомобилистов, для удобства посетителей выставки с 31 октября по 4 ноября будут перекрыты для движения транспорта улицы Горчханова и Кулиева, а также проспект Зязикова. Всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала в регионе. В ее рамках на территориях школ высаживают новые зеленые насаждения. Уже высажено 200 саженцев ясеня и клена. В посадке деревьев принимают участие школьники, активисты Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», а также сотрудники Минприроды Республики и работники лесничеств. Всего в республике планируют посадить более 2000 саженцев клена и ясеня. Очередная акция пройдет 26 октября рядом со школами в сельских поселениях Экажево и Сурхахи. «Сохраним лес» проходит в рамках национального проекта «Экология». Правительство России направит более 12 миллиардов рублей в регионы на социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг для ветеранов, людей с инвалидностью и граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Им предоставляется компенсация до 50% на оплату стоимости ЖКУ. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета. Единая централизованная система сбора кадровой потребности в России создается на портале «Работа России». Система позволит видеть полную детализацию квоты работодателя, вести учет кадровой потребности по всем уровням образования, синхронизировать прогноз потребностей экономики страны в кадрах и формирование контрольных цифр приема в вузы и колледжи, в том числе по целевому приему. Абитуриентам мера позволит видеть действительно востребованные на рынке труда страны профессии. Круг работодателей, которые получат право заключать целевые договоры, будет расширяться. Госдума планирует легализовать работу белых хакеров. Соответствующий законопроект депутаты приняли в первом чтении. Специалисты такого рода занимаются проверкой софта компьютерных программ компании на уязвимость. Закон позволит проводить эти исследования, не получая предварительного согласия правообладателя. Мера стимулирует IT-специалистов компании к более активному участию в повышении уровня кибербезопасности. Тестирование должно проводиться только на личных устройствах. Тестирование без согласования может повлечь нарушение авторских прав и выплату компенсации в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.